Нацэнергохолдинг и Кабмин предупреждают кыргызстанцев о том, что наступают тяжелые времена, и страна может остаться без электричества. Что это просто слова, угрозы или это действительная реальность, с которой придется столкнуться кыргызстанцам? Кактус Медиа собрал 5 причин того, что эти слова скорее реальность, нежели вымысел. Первое. В Токтагулке катастрофически мало воды, а это означает, что она может дойти до мертвой точки, когда просто не крутится колесо. И это означает, что Токтагулка просто перестает работать. До свидания, свет. Второе. Кыргызстан продолжает импортировать электричество из всех стран Центральной Азии, включая Туркменистан. Идут переговоры о поставках электричества из самой России. Но при этом соседи говорят, что и света им и самим не хватает. И что делать нам? Третье. Распредкомпании уже ходят по домам и отключают трехфазки. А это означает, что нельзя пользоваться электричеством в качестве обогрева. Такое уже было лет 7 назад, и тогда народ взбунтовался. Будет ли это сейчас, неизвестно, но то, что сейчас пытаются контролировать, уже ясно. Четвертое. Нацэнергохолдинг пытался экономить буквально на всем, например, отключать от света парки и улицы. Эффекта особого не было, и последствий могло быть гораздо больше. Главное, что вовремя опомнились, тем более, что сэкономили практически ничего. Пятое и самое главное – старое оборудование. Изношенность наших энергосетей составляет около 80%, по словам Акылбека Джапарова. Для сравнения, в Казахстане изношенность сети составляет 60%, а в России всего 30%. Но при этом в регионах гораздо больше. Мне кажется, что мы назвали достаточное количество причин, чтобы понять – света будет мало, зима близко.